и к самим русским. Особенно те, кто живут, например, в Москве, Ленинграде. Там есть очень крупные библиотеки. Пойдите в эту библиотеку, поднимите воспоминания русских офицеров, которые воевали на Кавказе, в частности, против чеченцев. Русских солдат, которые воевали на Кавказе. Возьмите воспоминания, а не произведения лириков, которые писали через 10-20 лет политические вот эти опусы. Там нигде не говорится, что чеченцы резали голову. Офицер Властов, вы извините, я сделал небольшое отступление, офицер Властов воевал на Кавказе. Он очень с неприязнью относится к чеченцам. С ненавистью относится к чеченцам, называет их разбойниками, бандитами. И тут же он забывает об этом, он пишет, чеченцы не прониклись фанатизмом вполне. При природной своей сметливости чеченец не склонен к войне. Чеченец более склонен к мирному труду. Он хлебопашец. Он стоит на голову выше, чем российский крестьянин. У него лучше обработана земля, он получает больше урожаев, у него лучше скот. Чеченцы никогда не издеваются над пленными и ранеными. Чеченцы никогда не измываются над трупами. Это пишет русский офицер и пишет другие. И тут же эти офицеры и солдаты, которые воевали, они пишут, что почти во всех русских частях были летучие отряды. В одном из них, кстати, был, вот некоторые чеченцы любят цитировать, великий русский поэт Лермонтов. Лермонтов был одной из такой разбойничьей банде. Они вели партизанскую войну, они делали засады, убивали чеченцев и отрезали головы. Потому что деньги платили, если ты достаешь факт. То есть отрезание голов, это была характерно, это не случайности, не единовременные какие-то случаи. Это были целенаправленные, последовательные действия на очень высоком уровне. Кстати, этих же воспоминаниях они пишут, например, во время боя, есть описание, как грузинский отряд. Вот. В этом бою погибли несколько чеченцев. Когда грузинский отряд вернулся, сказали, что они уничтожили столько-то чеченцев. Вот им говорят голову. И говорят, у нас не принято по обычаю голову отрезать. Им говорят, тогда деньги не получите. Вот она была система. Или возьмите воспоминания казака станицы Слепцовской. Он описывает, что когда они где-то в Гудермесский район, он пишет, в Качкалыковском хребте, они окружили чеченский аул, уничтожили. И вот он описывает, что стояли солдаты, навалив огромную голову чеченских голов. То есть они у убитых у всех отрезали головы, они продали тела убитых, а головы продавали отдельно. Этот казак, он пишет, это воспоминания уже в старости, уже 1870-е годы, он рассказывает приезжим из Санкт-Петербурга. Они продавали голову как арбузы и смеялись. А у чеченов не принято хоронить без голов. И вот их женщины искали среди этих голов голову своих родственников. Но ни один из них не вспоминает, что чеченцы в бою убили там русского солдата, ему отрезали голову. Вот. Это я сделал отступление вот, об этом случае. Вот, резать головы или безобразить трупы. Вот. Это было не в характере у кавказцев. Перед государством. Поэтому нам просто предлагают в лесу выловленного дикого медведя посадили в клетку и говорят, иди, заходи в клетку и живи с ним, дружи. Подай ему лапу с этим зверем и живи дружно. Вот что такое Россия.